В феврале в Башкирском театре состоится премьера оперы Салавата Низамеддинова «В ночь лунного затмения». Давайте поговорим сегодня об этом в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю человека, который решился на эту работу, который решился представить оперу, национальную оперу на большой сцене. Лейсан Сафаргулова, режиссер премьерной постановки. Лейсан, здравствуйте. Здравствуйте. Лейсан, ну вот я сразу говорю о том, что «В ночь лунного затмения» — это опера, несмотря на то, что она не на башкирском языке, но все же это национальная опера. Если в основном мы привыкли к мировым постановкам, мы знаем оперу, если Евгений Онегин, то мы понимаем, как это должно быть. Но все равно везде смотрим. А это работа с чистого листа практически. Практически, да, эта опера ставилась лишь единожды в нашем же театре и единственная сценическая версия. Но эта трагедия, эта пьеса Мустая Карима, она шла и на сценах драматического театра. Конечно, драматический от оперного театра сильно достаточно отличается, и ставить с чистого листа с одной стороны – это, конечно, полет абсолютной фантазии, можно как бы делать все, что не заклишированное, знаете, сознание, когда вот есть понимание, как должна выглядеть та или другая героиня. Здесь такого нет. Но, с другой стороны, это и ответственность, потому что каждую секунду нужно сочинить, каждую секунду нужно придумать, нужно продумать образ до мельчайших деталей. Каждому артисту это была такая совместная работа для того, чтобы это выглядело убедительно и интересно, конечно же, современному зрителю. Вот мы говорили с вами о том, что в опере зачастую сложно понять сюжет. Особенно человеку, который целый день сидел за компьютером, и вот он вечером пришел на оперу. Друг вытащил, жена, брат, муж, без разницы. Как быть? Как бы вы объяснили, почему нужно пойти на постановку «В ночь лунного затмения»? Здесь помимо потрясающей музыки, на мой вкус, конечно, дело субъективное, все мы любим разную музыку. Мне кажется, она действительно потрясающая, она наполнена множеством смыслов. Там есть и свет любви между главными героями. Там есть просто невероятная трагедия. А хорошая трагедия – это всегда для зрителя то самое чувство катарсиса, за которым мы идем в театр, когда мы через слезы, через, может быть, какую-то боль чувствуем себя, во-первых, живыми, во-вторых, это такое очищение. Мы смотрим на себя как в зеркало, и какие-то чувства для нас открываются с новой стороны. Опера – это ведь всегда про насыщенность эмоций. Опера не бывает на бытовой сюжет. Конечно, есть исключения, безусловно. Но в целом это всегда сюжеты, которые экстраординарные, которые в нашей жизни, наверное, слава богу, невозможны. А если говорить о опере, которая нам предстоит, и ради которой мы с вами сегодня здесь собрались, то это ведь еще и история про традиции Башкирии XVII века. Традиции, которые уже ушли далеко в прошлое, традиции, которые, к счастью, нам уже даже многим не знакомы. И наши дети, скорее всего, о них даже и не узнают, если не прочитают в некоторой литературе. Поэтому здесь такое будет эта опера вызывать как к эмоциям очень светлым, так и там есть от чего заплакать для того, чтобы, опять-таки, испытать чувство очищения собственного. Буквально в 2 предложениях сможете сюжет сказать? В 2, наверное, сложновато. И, конечно, сюжет нужно изучать. И когда я веду лекции про оперу, я всегда об этом говорю, что для того, чтобы оперу полюбить, для того, чтобы испытать эмоцию, нужно в сюжете разобраться, не бояться спойлеров. Мы все хотим не знать, что там в финале. Здесь надо знать, что в финале, для того, чтобы не отвлекаться на сюжет. Для того, чтобы сюжет для нас был уже настолько понятным, что мы спокойно воспринимаем сценическое действие, что мы впитываем музыку, что нам не нужно отвлекаться на сюжет, и мы можем считать какие-то символы, которых действительно в музыкальных произведениях достаточно много. Но если коротко, то это история любви, история о таком поиске свободы над предрассудками. Конечно, общими словами очень, но если прийти, например, чуть заранее в театр, минут даже за 20, купить программку, чуть-чуть ее изучить, это займет 5 минут максимум, и уже будет гораздо проще. Можно перечитать, кто-то читал, причем в школьной программе, эту трагедию Мустая Карима «В ночь лунного затмения». Можно даже прочитать краткое содержание, это уже будет понятно. И это история семьи, история о 3 братьев, один из которых, старший, погиб на войне, и его жена, его вдова
по традиции должна перейти к среднему сыну. А средний сын влюблен в прекрасную девушку, с которой они должны вот-вот выйти замуж. А эта девушка тоже по традиции переходит к совсем младшему брату, которому 12 лет, и который вот совершенно не готов к этой всей истории. Но это как бы одна из линий сюжета, и это одна из историй. Там их несколько переплетающихся. Там есть такой персонаж Дивана, юродивый, которого, кстати, будет петь замечательный солист Василий Ефимов, который пел просто, не побоюсь этого слова, на мировых сценах и в Ла Скала, и работал с замечательными дирижерами, режиссерами. И вот нам удалось его заполучить к себе в постановку. Вот это интересный вопрос. Ему пришлось выучить текст, ему пришлось отрепетировать эту роль, отработать. Более того, ему пришлось побриться на лысо. Я сама собственноручно отрезала ему первый чуб. Он приехал с шевелюрой, спросил, говорит, а что ты хочешь, чтобы у моего персонажа был на голове? Я говорю, ты знаешь, я вообще думала, чтобы он был лысый. Он говорит, не проблема, никаких вопросов. Когда идем бриться, мы пошли к нам в пастижерский цех и всю его шевелюру, в общем, оставили там. Теперь он абсолютно соответствует внешне этому образу. Ну тогда ему... Я к чему вела? К тому, что «В ночь лунного затмения» — это постановка, которая, наверное, будет интересна в Башкортостане, может быть, в Татарстане, да? То есть, но вот в Ла Скала ее уже сейчас пока не споешь. Да, он действительно выучил специально, нигде до этого, естественно, эту музыку не слышал. Я сначала отправляла ему запись предыдущей постановки, потом он приехал достаточно заранее, у него были уроки и с дирижером, и сценические репетиции. То есть это не та опера, а у нас такая существует практика, да, например, приглашенные солисты приезжают на «Кармен», к примеру, да, на «Травиату», немножечко разбираются в мизансценах, где, с кем, какие взаимоотношения, а в целом у них эти партии уже сделаны, они их много где пели, и им легко. Здесь не тот случай. Здесь действительно и музыка не очень простая для того, чтобы ее учить, потому что это все-таки современный композитор. Опера написана не так давно, опера достаточно молодая для опер. И да, он действительно проделал огромную работу для того, чтобы быть в премьере этого спектакля. Лейсан, всегда принято говорить о костюмах, о декорациях. Вот эта опера чем будет отличаться? Сейчас очень часто делают простые декорации. Вот как вы подошли к этому вопросу, к декорациям и костюмам? Декорации и костюмы делает замечательный художник Екатерина Малинина. Она не из Башкирии, и поэтому для того, чтобы погрузиться в наш быт, в наши традиции, мы с ней заранее все начали обговаривать, ходили в краеведческий музей, смотрели различные картины. Конечно же, у нас не было задачи воссоздавать идеально, точно башкирский костюм XVII века. В любом случае, это в некоторых случаях стилизация. Но перепутать этот костюм с другой народностью точно не получится, потому что там есть атрибуты, да, кашмау, например, какие-то наши традиционные, которые в то время тоже носили. И что касается костюмов, то костюмы довольно традиционные, то есть они не шокируют зрителя, они узнаваемые нашему населению в первую очередь. Что касается декораций, то эта история более такая символичная, она совсем не бытовая, и мы здесь исходили из образа Луны. Потому что лунное затмение и вот этот круг лунный, это как и родовой круг, как и какая-то закрытость, закольцованность, да, башкирской стоянки, потому что племенами ведь жили, и вот этот вот круг, это как, такая община. И в целом декорации, они больше нам позволяют понять, что это все-таки некоторая условность. Это трагедия. Да. Стало быть, какой... Вы хотите, с каким чувством, чтобы ушли зрители после оперы? Это сложный вопрос, интересный. Я, конечно, хотелось бы, чтобы, несмотря на трагический конец, потому что опера заканчивается не самым лучшим образом, чувство света внутреннего осталось, потому что любовь, она все равно побеждает. Любовь, она все равно торжествует. И у Мустая Карима достаточно открытый финал. Эту пару, узнав, что они все равно остаются вопреки законам, вопреки традициям, они все равно остаются вместе, их изгоняют. И изгнание из племени – это все равно своего рода, это смерть, потому что неизвестно, что там, за пределами. Но здесь мы как-то так надеемся на воссоединение их душ, знаете, в этом есть какие-то... традиционность башкирских легенд. Да? Взять любую башкирскую легенду про 7 девушек. Они ведь
с одной стороны, их не стало, этих 7 прекрасных девушек, а с другой стороны, по разным легендам они где-то, да, воплотились на небе, они стали озером. И многие легенды, где главные герои становятся то скалами, то горами, то ручейками, и тем самым они становятся вечными. Поэтому эта история про вечную любовь. Такая вот до интервью вы меня спросили, да, где-то есть Ромео и Джульетта. Это сюжеты про вечную любовь, которой, с одной стороны, даже как будто бы нет места в нашем бытовом мире, которая вот, соединившись там, становится для нас таким символом чего-то прекрасного. Лейсан, вы так очаровали меня и наших телезрителей, что нам очень хочется теперь увидеть эту постановку, потому что это действительно интересно. Если актеры, если певцы оперные приезжают из Москвы для того, чтобы исполнить, жертвуют своими чудесными образами для того, чтобы войти в роль юродивого, который в простонародье у нас называется дивана, то это очень дорогого стоит. Спасибо вам огромное, потому что национальная опера, национальная именно культура, а не масс-маркет, я сейчас говорю именно о высоком творчестве, нуждается именно в этом, потому что оно есть у нас, это творчество, его нужно поднимать. Вам за это отдельное спасибо. Спасибо большое. Лейсан Сафаргулова сегодня была с нами. Спасибо вам огромное. И еще раз призываем вас в Башкирский театр для того, чтобы посмотреть премьерную постановку оперы «В ночь лунного затмения». Спасибо, что были с нами.